Расслабляться еще рано. Количество зараженных коронавирусом за сутки в регионе достигает уже около 70 человек. Возросло и число смертельных случаев. А тем временем сотрудники Роспотребнадзора отчаянно продолжают призывать население соблюдать антиковидные правила. Они не изменились с прошлого года. Правила все те же: соблюдать дистанцию, обрабатывать поверхности и руки, носить средства индивидуальной защиты. Однако, несмотря на многочисленные предупреждения, на объектах оказания услуг каждый день встречаются нарушения. Под прицелом сотрудников в погонах на этот раз столичные магазины. Первое, на что обращают внимание, это информационные наклейки у входа и внутри объекта. Так, в этом их не оказалось. Здесь также отсутствуют разметки для соблюдения дистанции. Проверяющие снова напоминают о важности соблюдения этих требований. Здесь обязательно при входе должна быть информация о соблюдении масочного режима. До 1 сентября продлены ограничительные меры. Вот эти рекомендации нужно будет соблюдать обязательно. Также в ходе проверки особое внимание уделяют дезинфекции помещений. В период пандемии проводить влажную уборку необходимо строго хлоросодержащими средствами. Контролировать нужно даже их дозировку. А помимо этого на каждом объекте вести журнал учета обработки магазина. Видно, что вот журнал имеется у магазина. Это очень радует, что люди это все фиксируют, проводят записи. Вот сегодняшнее число, 24-го, видно, уборку проводят. Пусть обязательно ответственный человек, который сделал, распишется. Вот здесь же он расписывается. Работники этого магазина порадовали проверяющих своей дисциплинированностью. Весь персонал пользуется средствами индивидуальной защиты. Носят маски уже достаточно долго, но все же иногда в них тяжело, признаются продавцы. Однако, несмотря на неудобства, требования безопасности здоровья не нарушают. Призывают носить их и своих покупателей. Раньше не особо-то хотелось всем ходить в масках, но сейчас они все лояльно относятся, потому что мы просим их одевать маски. Они отказываются? Нет, абсолютно нет. Они понимают. Маски предприниматели должны предусмотреть и для покупателей. Так сейчас требуют санитарные правила. Помимо этого, в свободном доступе на видном месте при входе должны быть средства для обработки рук. То есть эти маски могут взять и посетители у вас, да? Мы правильно поняли? А как часто вы меняете маску в течение дня? В магазине есть и разметки, и наклейки с требованием не входить без маски. Правда, вопросы вызвала уборка помещения. Проведение уборочных мероприятий нужно посмотреть журнал, уже по факту журнала определить, если проводится ли данная уборка помещения, либо не проводится. Скорее всего, постоянно, как мы видим, люди заходят, может даже не проводится данная уборка, но, конечно, из-за того, что большой поток людей, не всегда, наверное, получается у них. Журнал предоставить здесь не смогли. Предприниматель отделался предупреждением. Масочный режим, как и для торговцев, обязателен и для покупателей. Только носят их неохотно. Большая часть на вопрос, видит ли пользу в масках, отвечают одинаково положительно. А вот почему не пользуются защитой сами, ответы у всех разные. В магазине находятся антисептики. Вы вообще когда-нибудь ими пользуетесь? Ну, естественно, очень часто пользуюсь. Я у себя на работе всегда держу антисептик. Я на заправке работаю, у меня и оператор, и кассиры постоянно пользуемся. А к средствам индивидуальной защиты как вы относитесь? Очень хорошо отношусь. А сами не Сами носите? забыла, я только из дома выскочил сейчас в магазин. А вы вообще считаете, что необходимо носить? Необходимо, да. Кого-то на торговых объектах сотрудники Роспотребнадзора настигают врасплох, предупреждают о новых требованиях всех предпринимателей. О санитарных правилах в период пандемии говорится во всех СМИ. Правда, складывается ощущение, некоторые торговцы будто уверены, что проверка сотрудников Роспотребнадзора обойдет их стороной. В этом магазине средствами защиты пользуются не все продавцы, при этом поток покупателей достаточно большой. Ни информационных наклеек, ни разметок, а о необходимости вести журнал учета уборки даже
не знают. Маски для покупателей и дисредства в шкафу под кассой, заявляют работники. Они должны стоять у входа, там, на входе. Запас масок, антисептики, и они не должны обслуживать посетителей без масок. Смотрите, все без масок ходят, они не требуют, чтобы они надевали маски. Не оказалось в магазине и уголка потребителя. Это нарушение начали устранять сразу на глазах проверяющих. Предупреждения были. Теперь стоит вопрос о введении штрафных санкций в отношении владельца. И так в ходе каждого рейдового мероприятия одно соблюдают, другим пренебрегают. В отношении лица, который допускает данные нарушения, нами проводятся все мероприятия для пресечения и привлечения данного лица к административной ответственности. То есть, почему? Потому что лицо, которое допустил данные нарушения, в соответствии с федеральным законом и кодексом, должен нести ответственность. Рейдовые мероприятия намерены проводить и дальше, ведь того требует тяжелая эпидситуация в Ингушетии. Болеют сейчас целыми семьями. Все больше выявляют случаи заражения новыми штаммами коронавируса. Больницы региона переполнены. А главной причиной роста заболеваемости медики и работники Роспотребнадзора, как и прежде, считают пренебрежение элементарными антиковидными правилами. Диана Дударова, Магомед Белакиев. Новости 24.